Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Күнілкілеріңіз қалай? Дамы и господа, всех приветствую. Перед камерой Юлия from Казахстан, которая продолжает учить вас читать по-казахски. И сегодня мы с вами научимся читать аж целых 2 словосочетания. Откуда? Вот из этой вот книжки, да? Ничего сама не придумала, что вижу, то и читаю, и вас обучаю. Как говорится, не училка по образованию, но училка по призванию. Итак, поехали. Сегодня у нас с вами 2 словосочетания. Агент ретенде и ильтипат ретенде. Перевод таков. Агент ретенде означает в качестве агента. Ильтипат ретенде означает в качестве любезности. Ну, в общем, вы поняли. Если вы оставите слово ретенде и на первое место поставите любое другое слово, то вы всегда можете сказать в качестве чего, да? В качестве учителя, мугалим ретенде, в качестве продавца, сатуши ретенде. Я работаю, при составлении предложения. Вот такие вот конструкции очень сильно помогают. Помните, я вам когда-то говорила, что для того, чтобы изучать казахский язык, первое, что вы должны освоить, это построение словосочетаний. Вот. Об этом я и имела в виду вот в данном случае, как строится словосочетание. Да? Итак, поехали. Слово «агент» вы прочитать можете, а в слове «ретенде» нам нужно научиться читать только лишь букву, палочку с точкой, ту самую палочку с точкой, букву «ы». Это нечто среднее по мягкости между буквами «ы» и «и». Буква «ы» будет очень твердо звучать, буква «и» будет слишком мягко звучать, а вот палочка с точкой, вот та самая мягкость, та самая сладость, которая нам необходима. Не приторно и в самый раз, да, и не горько. Ретенде. Агент ретенде, а буква «е», вот как пишется, так и читается. Теперь разбираем слово ильтипат. Здесь тоже ничего сложного, букву вы прочитать умеете. Ее нужно, честно, натренировать. Ильтипат. И так как это считается мягкая буква казахского алфавита, то буква Л после нее будет читаться тоже мягко. Ильтипат. Ильтипат ретенде в качестве любезности. Тогда, мои господа, я надеюсь, я вас сегодня чему-то новому научила. И мы не просто так провели с вами время в соцсетях. Но с вами была я. Увидимся в следующий раз.